Друзья, мы с вами находимся в Крыму, это Бахчисарайский район. Я вас приветствую этим замечательным летним днем, начало августа, уже последний месяц лета. Так оно быстро пролетает. И сегодня нас ждет очень неожиданная для меня встреча, о которой я вчера еще даже не догадывался. Мы едем в гости к человеку, который прожил очень много лет в Якутии, буквально несколько лет назад переехал в Крым. И вообще их семья мне близка по духу, потому что он сам путешественник и был в тех же местах, где был я, на катамаране тоже. Это море Лаптевых, это Восточно-Сибирское море. Прожили они с супругой много лет в Тиксе, там же родились их дети, которые занимаются кинематографом. В общем, это семья Арбугаевых. Но их никого нету, я не знаю, мы с Германом вчера, нас родственники связали, и Дмитрий Иванович из РГО Соловьев тоже помог. Говорит, Игорь, ты там катаешься, Иркин, типа, неужели ты не заедешь к нашему соратнику, он тоже член РГО, тоже любит путешествовать. Я сначала стеснялся, но вчера нас буквально вот родственники связали, мы с Германом поговорили и решили не откладывать. Сегодня я сразу еду к ним в гости. Солнечно сели. Да, надеюсь, я в верном направлении движусь. Такие улочки прикольные. Хотел бы тут пожить, вон корову, хозяйство тут люди ведут. Класс. Ну, вроде бы нам вон туда, не знаю. Так как я читал, что у них есть юрты гостевые, очень вероятно, что это место. Но я приехал где-то со стороны забора, непонятно. Ну все, мы нашлись, поздоровались. И сейчас сразу сходу, пока не стемнело, мы едем запускать птиц. Перед тем, как его пускать, надо его взвесить, чтобы понимать, какой вес. Что-то это вот вы уходите, я фильм той смотрю, на Новосибирские острова. Был я там, да. Вот. Это сокол балобан, зовут ее Рада. Вот здесь вот можно сейчас, наверное, на весы поставлю. А зачем взвешивать, я немножко не понял. Я расскажу, это перед полетом надо знать вес. Охотничий летный вес. О, 915 плюс колобучек 930. Это нормальный вес. Надеемся, сегодня будет летать повеселее. А вы же давно этим увлекаетесь? Я так понял, что сразу, как сюда переехали, начали... Да. Что-то как мечта ваша была там заняться таким. Очень здорово. Вот у меня вон там, видишь, ястреб сидит, еще тетеревят. Вот. В мире животных у нас сегодня. О. Так вот, ребята, Герман и Тимур. Правильно запомнил, да? Вот это бабай. Очень приятно, да. Немножко не похож, но Это староста наш. очень приятно. Ты поедешь в таверне сегодня? В таверне. Соколино. Сегодня ретро-дискотека. Я решил поехать. Рада сидит на присаде. Так, ну все, поехали. Калитку закрывай. На таком же надувном вы ходили катамаране, как у нас, да? Это вот через Берингов пролив там? Нет, все, да? мы Или... через Берингово море. Не Берингов пролив, а Берингово море это с Проведения до мимо Святого Лаврентия. На Ном ходили, это 600 километров по морю. По Тихому океану. Берингово море по и Тихий Тихому. океан. Ага, ну. А здесь у вас тоже катамаран или это Да, тот у же меня есть? 24-й, вот на котором я тоже ходил. И Восточная Сибирь, море Лаптевых, Восточная Сибирская ходили мы. С Леонид Круглов, знаешь? Да. Кстати, Леонид вот здесь он будет, скоро мы с ним встречаемся. Вот они с палочками, видишь, ходят. Ну. А я видел, люди идут. Вот там внизу санаторий, черные воды. Ага. Люди приезжают, отдыхают. Не отдыхают, а лечатся опорно-двигательной системой. И вот они, Гуляют. вечерний эмоцион у них до нашей деревни и обратно. А как вы именно это место выбрали? Вот Бабай был, вот сейчас встречал его. Ага. У него остановились, понравилось. Здесь в горах. Виды-то видишь какие? Да, здесь место вообще классное. Я сразу заметил. И вы стали искать, где, что можно найти участок. Ну вы хорошее место взяли, мне кажется, вообще там. Да, классно. Место хорошее. А потом по Крыму ездили, смотрели и действительно убедились, что это самое лучшее, что мы взяли. Море нам особо, что тут отсюда ехать-то? Час езды до моря. О, Герыч! А где передатчики-то? Передатчики? Мы их забыли. Забыли передатчики. На этом, на топчине забыли, по-моему. Ладно, поедем обратно. А без них нельзя, да, это? Да нет. Надо на него вешать этот датчик, да, чтобы видеть, куда он что.
Ну, мало ли куда. Ну, возле дома пусть он тогда что делает. Вот такой передатчик, он называется Скаут, Маршал, американского производства, телеметрия. Вот крепление на хвосте. Так на буксире мы прошли почти 2 суток, до поселка Жиганцы, последнего крупного населенного пункта нашего пути по реке. Все, Всё, есть? А зафиксировал. дальше снова своим ходом. Да. Передатчик дай мне, Гера. А тут Гера! идет фильм наш. Ветер резко усилился. Как будто не пуская нас вперед, нещадно бил в лицо. Управлять катамараном стало сложнее. Приходится бороться с нарастающей волной, а мотор то и дело захлебывается, хватая винтом воздух. Я так и знал, что меня можно в юрте разместить. Супер. Ну, а в другом месте можно. Не-не, Пока отлично. ремонт в доме идет. Самое лучшее место. Я наоборот очень на это надеялся. Да? Ну, Мгм. Я никогда в юртах не жил. Вот сегодня сколько мне первый раз. Первый раз вижу сокола вот так вот близко. Трогаю ее первый раз. Увидим первый раз, как они летают. Гера, собак выпусти тогда. Взрослых собак возьмем. Ой, собака же с И собой. этот, как его? Где-то лошадь я слышал. Лошади есть? Ну что ты. Побежал. Оп. Чик-чик-чик-чик. Копыта вышло, что ли? Эх. Это копыта говяжий какой-то? Да, я ей дал, да, грызла. Погрызть, да? С собой с вольеры вытащил. Да. У вас вид такой отсюда, я только сейчас обратил внимание. Да как я пробегу? Шикарно. Свежий горный воздух. Это просто сказочное место. Конечно. Ух. Собаки очень умные. Слушаются. Посмотрим местности, где что находится, чтобы сориентировалось. Для этого мы клобук снимаем. Вот. Специальная вот сумочка у нас такая под клобучок. Вот. Теперь мы можем идти. Посмотрим и потихоньку с руки полетит. Она только учится. Ну. Будем. Ну, я думаю, через месяц уже будем охотиться. Да, рано. Ну, они же, Совсем, как птицы, весной рождаются, осенью уже самостоятельные, правильно. Уже взрослые, Уже да. можно сказать. Английский понтер легавая, английская. Это островная английская. А это бретонь французская. Есть провинция Бретонь такая во Франции. Вот оттуда. Мгм. А ну-ка давай. О, пошел. Хая! Хай! 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 Стоп! Стоп, я сказал. Стоп. Это что такое за партизанское движение? Сказал стоп. Ха, сел, да? Чего там сел? Стоп. Стоп. Это приманка специальная? Вабила называется. Ну вот, вот такая, это тренировка. По сути, она должна на высоту подниматься. Но тут, видишь, сейчас идет послушание. Потом уже будет это. На дичь, на таска. Собаки должны четко работать. Так, давай, давай. Садись. Давай. А чем кормите? Цыплят. Собаки в поле дичь находят, встают в стойку, и эта птица наверху летает в позиции. Собаки поднимают дичь, птица пикирует, берет дичь. Вот это классика. Я думаю, нашим охотникам будет интересно такая охота. Надо тут работать еще. А видишь, много факторов. Незнакомые люди тоже там. Сейчас она на руке должна наесться как следует. Зоб набивает, видишь, зоб полный набивает. А с зоба потом в желудок идет. Это дорога на Петре идет по ущелью. Очень красивая дорога, но она сейчас на ремонте.
О, бегут. Стоп, ко мне! Стоп! Дон! Стоп, ко мне! Дон, ко мне! Так. Все, команду получили. Восход, да? Посмотреть на технику. Билеты тут. Как вы зовут? Каким, да? Игорь. А, на инжире. Да. А на инжире мы не спускались. Там классно, мне все очень понравилось. Ну, приятного аппетита. Ты зовешь, я слышу слез твоих водопад. И твой голос все тише и все ближе закат. И я вижу, как небо под ногами горит. Германом катаемся по местным местам. Ярмарка Бельбек, по-моему, называется место. Здесь палаточный лагерь. Возможно так приехать, чайку попить, отдохнуть. Ребята тут живут, он автодом там. Уже оборудована веранда. Короче, он уже стационарный стал. С Москвы ребята приехали. И вот, короче, там музыка играет. Люди сидят, чаек пьют. Пойдем-ка посмотрим. Лучше покориться там, глубоко ее поделать, которые потом за давностью покажутся такими милыми. В итоге Герман предложил мне более интересный вариант ночевки сегодня. У него тут есть баня на речке. Отвез меня вот здесь автодом. В нем баня сделана, речка течет. Ну, завтра поснимаю, когда светло будет. Вон, видно ее. Уже обмелевшая, конечно, но водичка еще есть. И вот тут шикарная баня, вообще прикольная сделана. Ну, тут все есть, что надо, чтобы жить, в принципе, автономно. И газ, и вот тут печка, столик. И вот здесь сейчас матрасики. Размещусь и буду балдеть. Супер, вообще отлично. Классно погуляли по местным. Я не знаю, как это назвать. Коммунам даже. Это как коммуна, ребят, называется. Место, где мы были. Ну вот. Вот так здесь прикольно. Слушайте, ну в баньке, конечно, прикольно спать. Здесь прохладно и темно. И вообще я баню очень люблю, поэтому, возможно, еще попаримся сегодня тут. Погреемся. На улице уже теплынь. Сейчас пойду искупаюсь. Все, ребят, приехали. Привезли мне завтрак. И приобщаемся к спорту. Ну, давай. Раз. Два. О, молодец. Три. На это очень удобно. Лучше, чем от пола. А так потом приучитесь и будете сильные, крепкие у вас. Организмы будут. Физическая форма классная. Будете в походы ходить. Так, ладно, завтракаем. У нас вареницы, блинчики вкусные. Едем на озеро купаться. Да, Сейчас, на озеро ребята. с кувшинками. Такая интересная дорога по лесу идет. Местами сложноватая была. Первый раз за месяц в Крыму пошел дождь. Именно тогда, когда мы решили покупаться на озере. Вот Герман нам баньку затопил, пока мы ездили. Сейчас прогорит. Мясо? Мясо взял. Сейчас угли подойдут. Ну а парни в бане уже греются. И я сейчас следом пойду. Как банька, пацаны? Ну сейчас я к вам. Давайте. Я не подаю. Ага. Ну, она все равно потеет. Ладно, вот покажем вам тут система Конечно, такая будет потеть. у Германа. Классно устроена. Во-первых, ну-ка покажи, Гера. Покажи-ка. Вот это вообще вещь. Моторчик снизу, и там свежий воздух идет. А Ложишься. там еще мята заложена. И мяту положили, да. Вот там в трубу. Ну, плохо видно. Здесь тоже система внутрь там поддается, подливается сверху травы. Да.
Ну давай, Тимур, заходи. О, Тимурик пришел. А где шапка твоя? Иди шапку одень. Вообще балдеж. Сделано у Германа вообще классно. По уму, да? Да, вообще по уму. Респект и Ну уважуха, это я как тебе говорится. скажу, это благодаря здесь крымским банщикам. Я много бань прошел по Крыму. И вот эти элементы все не я придумал. Я их просто... Внедрили советы, да, бывало? Да, класс. Мята дикая. Сейчас пых, пых. Еще пых будет. Балдеж. Ну если горячо устал, то не надо. Отдохни маленько. День подошел к концу. После дождя все такое сырое, мокрое. Очень хорошо. На самом деле, эта сухая земля давно хотела дождя, и он сегодня так замечательно полил весь день. Прям надо было. Ужинаем, мы отдыхаем. После бани мы так здорово напарились. Вот эта фишка, на самом деле, я вот сейчас до сих пор под впечатлением, который вот моторчик, который надувает воздух, мы друг друга парили. И там дышишь, там чистый свежий воздух идет, и ты вообще не устаешь, а тело у тебя перегревается прям хорошо. Мне вот очень эта штука понравилась. Но при этом мы уже очень сильно уставшие, прям хочется спать, поэтому сейчас так спокойненько поужинаем, поболтаем, посидим и отдыхать. Может быть, завтра еще что-нибудь снимем. Я уже дорогу знаю, как к себе домой еду. Здесь у Германа установлена якутская СРГ. Это канавязь, которая для народа Саха имеет сакральное значение. И изготовил и установил его Павлов Александр Кириллович. Знаменитый мастер этого дела, который нам изготовил для Бенетты СРГ, который мы там установили. Наш общий друг. Повозка, в которую запрягается лошадь. Она ездовая, Герман постоянно катается. Говорит, просто вот на озеро, на которое мы сегодня ездили, запрягает лошадь, едет, искупается и возвращается обратно. Что, вы соскучились? Песик? Песели. Ой, хороший. А это у нас Емеля. Сойка. Вот. Тараканов кушать. А, тут тараканы. Ух ты, Да. живые? Конечно, это рядом ферма таракани. А это вы здесь прям разводите? Да, вот ты видишь. Это ферма называется. Американцы у нас здесь. Значит, Рада будет потом на них охотиться, а пока они вот Не, ну они яйца несут, мы их не яйца кушаем. куропатки. В каком-то шикарном виде стоишь. Смотрите, когда здесь балдеж. Проснулся, чайку налил, вышел, потянулся, зарядку здесь вот прям на полянке делаешь, смотришь на эту всю красоту. Класс. Смотрите, какой стоит туман под горами. Ястреб тетеревятник, зовут его Бой. И щеночки, пацаны, малыши. Привет, привет, ребята. Так, мы его сейчас будем кормить, ястреба. Ой-ой-ой, напугали. Кушай, кушай. Смотрите, вкусняшку какую принесли. Ну, что растопырился? А сколько надо ждать, пока он кушать начнет? Пейзаж становится все красивее и красивее. Солнце немножко выходит. Утром Герман садится вот так вот сюда, наливает себе кофе и смотрит, как восходит солнце. Гора Бойко. Мы купили участок здесь 25 соток. Вот этот вот участок. С краю деревни. Здрасте, вы кого-то ищете? Вот на этом деревня солнечное селье заканчивается. А потом мы вот через 2 года вот второй участок купили. Потому что вот этот дом двухквартирный. И вот один, ну как переселенческие дома раньше были, половина дома в одну сторону участок, половина дома в другую. Тут потолки подняли, видишь как? Смотри, какие стекла будут. Панорамные. Уже стекла стоят. Ага. Панорама на это. Понял, да? Ведут. Да. Санузел пристроили.
Здесь будет душ. Это есть- Септик там, да. Вот где твоя машина, там септик. Мгм. И вот здесь вот получается будет вид. Вид. Вот это будет студия такая. И вот здесь это мы здесь хотим оформить для себя такое пространство. Обалдеть. А потом вторую половину дома будем тоже реконструировать. А, вы пока с этого начали. И вот он, вид. Вот смотри-ка. Видишь, Ага. здесь площадку облагородим. Камнем все. Ну, красиво сделаем. Тут так столько хлама было кругом. Вот видишь, хлам есть еще будем его. М. А землю здесь вы что-то делали? Насыпали, там поднимали, нет? Вот оно как было, так и осталось. Ну хорошо. Ну здесь была Он же- какая-то старая терраса была. Вот здесь вот. Мы это все убрали. Мгм. Вот подпорная стена, мы ее камнем также выложили. Видишь, начали выкладывать. М. Ну, туалет ты знаешь, да, здесь? Нет, я вот еще не дошел, хотел спросить, да, вот туалет здесь, если должен- что. Вот здесь, если что. Ага, хорошо, отлично. Вот, это вот, Всё. это вот спальня, это моя комната. Вот, видишь, у меня Арктика, вот собаки, упряжки. Это Алексей Хлебников пишет такие вещи. Расскажите немножко про вашу экспедицию на собаках. Где вы проходили? Это на- Новосибирские острова, 1800 километров. Прошли мы. Ну, как Я, фильм? сын, дочь. Путями первопроходцев. Пройдено 600 километров. Собаки идут третьи сутки. Теперь под ногами то голые камни, то сугробы метельного снега, в которые проваливаешься по пояс. Из-за накопившейся усталости даже сон не восстанавливает силы. У нас только мысль о приближающейся метеостанции Котельной. До нее осталось около 30 километров. И вот на этом коротком отрезке пути нас снова настигает пурга. Вот за 5 лет вот такие выросли уже. Этот Максим, сын Арбугаев, посадил свои деревья. Вначале, когда один участок был, мы хотели вот здесь дом поставить. Видишь, вот у нас фундамент. Вот здесь, ну, представляешь, вот эти ворота. Вот так заезжаешь, сюда машину ставишь и заходишь в дом. И получается, ты вот из дома утром выходишь и попадаешь на эту площадку. Смотри, какой вид. Пока нам вот этого хватит, мы это пространство запустим, которое я тебе показывал. Мгм. И нам с супругой вот так За за глаза. глаза. Вот это место я очень сильно люблю. От вот этой тишины и от этих вот горы, вот это. Вот отсюда у меня сокола, первые мои птицы отсюда улетали. Я ее привяжу, а то она так. А это, похоже, мой сегодняшний дом. Вы когда-нибудь пробовали козий йогурт? Это балдеж. Я вчера впервые попробовал. Ой. Петухи спать не давали, конечно, кукарекали с самого утра и до сих пор еще. Птички поют. Давайте я вам покажу, как я сегодня устроился на ночлег. Тут юрта настоящий музей. Шкуры. Я помню у ребят, друзей охотников, у всех, когда мы ездили в походы, какие-то в экспедиции, есть шкуры, на которых они спали. Конечно же, чорон. Вот это очень похоже на как малый бытия. Совсем малый. Ну, у Германа очень много всего. Классное место. Вот вообще первый раз я ночую в юрте. Короче, песок нагретый здесь уже все. Сейчас молоко будет. Особенно зимой это хорошо. Ну, И козье молоко. Сейчас мы пеночку сделаем. И будет у нас капучино с козьим молоком. угостите? Да, угостим. Класс, спасибо. Сахар по вкусу. Ну, спасибо вам огромное за гостеприимство. Прям как родного приняли, очень приятно. Я даже, ну вот, Спасибо, приезжай. Вот мы в Крыму уже 5 лет. Тут уже местные стали. Пацаны уже ко мне.
Сколько раз приезжал, Кать? Я 4-й. 3-й. 3-й раз. Вот Тимур, Гера, вести с Крыма. Ждем в гости. Бельбекская долина, село Солнечное Селье, Большой Крымский каньон. Ну, я думаю, я к вам еще заверну когда-нибудь. Давай гости. заворачивай. Вон, Рада будет ждать тебя. Ну, я прям буду скучать и по вам, и по животным, по вашим, по всем уже. Как Доброго родные пути стали. тебе. Спасибо, Доброго все, пути. давайте, счастливо. Пока. До свидания. До свидания. Мама, папа, привет. Мама, папа. Не-не-не, летать будем, летать. Давай, давай. Хай!